Приветствую тебя, странник. Устраивайся поудобнее, сегодня я расскажу об истории табасаранского народа. Табасараны, само название Табасаранар, один из коренных народов Дагестана, основной территорией расселения которого является юго-восточный склон Большого Кавказского хребта. Большая часть табасаранов проживает в Табасаранском, Хивском и Дербентском районах Дагестана. Городское население сосредоточено главным образом в Дербенте, городах Дагестанские Огни, Каспийск и Махачкала. Небольшое число табасаранов имеется во всех регионах Северного Кавказа. В местах компактного проживания табасараны соседствуют с даргинцами на севере и северо-западе, агулами на юго-западе, лезгинами на юге. Аварцы именуют их как табасаранал, даргинцы, шилан, кумыки, табасаранлы. Относятся к европеоидной расе, подавляющее большинство верующих табасаранов исповедуют ислам суннитского толка. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, табасаранов в России насчитывается приблизительно 174 тысячи человек, из них в Дагестане 150 тысяч. Наиболее выдающимися представителями табасаранского народа являются Хасан ибн Рабадан, автор труда Диндина Сулар Шубаб Иман Ислам Сунат Ву, сыграл большую роль в культурном развитии табасаранов и лезгин. В 1683 году перевел Гулистан Саади на тюркский язык, что свидетельствует о разносторонних познаниях автора. Мирза Калугский, поэт-воин, широко известный в Табасаране, ставший воплощением величия народного духа, одинаково владеющий мечом и пером, горячо любящий свой край и свой народ. В своих произведениях он призывал горцев к миру и дружбе, выступал против жестоких и жадных правителей. Особое место в его творчестве занимает тема борьбы народа против иноземных завоевателей. Поэт сам принял участие в составе Объединенных сил народов Дагестана в сражении с Надиршахом и погиб в 27 лет. В райцентре Табасаранского района селения Хучни установлен памятник Мирзе Калугскому. Акимов Аллахверди, абрек, возглавил отряд, в котором насчитывалось 120 человек, о котором среди масс ходила молва, рассказывающая о его смелых рейдах против местных властей и богачей, о защите интересов обездоленных, большой щедрости к нуждающимся. Сефербеков Абдулла, снайпер Великой Отечественной войны, уничтожил 110 гитлеровцев, в том числе 17 за один день. Погиб в боях под Москвой в 1943 году. Поэты и писатели. Шалбузов Тимирхан Шалбузович, ученый-просветитель, создатель табасаранской письменности и литературы. Абдурахманов Гусейн, Ашурбекова Эльмира, Базутаев Юсуф, Габибов Кади, Гаджиев Эсет, Казиев Шамиль, Магомедов Касум, Митаров Багаудин Митарович, Митаров Муталиб Митарович. Спортсмены. Исенбаева Елена Гаджиевна, двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, двухкратная чемпионка Европы, обладательница 27 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин. Аббасов Багаудин, Абиев Захар Ахмедович, Гасанов Айдын, Хан Магомедов Камал. К сожалению, всех выдающихся табасаранов перечислить не получится, не хватит никакого времени. Язык. Говорят на табасаранском языке, входящем в нахско-дагестанскую группу языков кавказской языковой семьи. Табасаранский язык считается одним из самых сложных языков мира. В этом языке существует 48 падежей существительных. Для сравнения, в русском языке 6 падежей. В современном табасаранском языке различают 3 диалекта – нитрихский, сувакский и галинский. В основу литературного табасаранского языка положена фонетическая и грамматическая система нитрихского диалекта. Письменность с 1928 года на латинской основе, с 1938 года на основе кириллицы. История. Хочу заранее оговориться, что лично я не утверждаю, что упомянутая версия истинна, а другие ложны. Первым делом стоит заметить, что все народы, входящие в нахско-дагестанскую языковую группу, в каменном веке были одним народом и говорили на одном языке, и лезгины, и авары, и даргинцы, и табасараны, и другие, когда-то были одним народом. Табасараны – древние аборигены края, на территории, занимаемой ими, обнаружены и исследованы археологические памятники древнейших периодов.
Они позволяют судить о том, что на территории Табасарана происходили общие для Дагестана социально-экономические и этнические процессы. Многочисленные материалы, этнографические, фольклорные, письменные, свидетельствуют о том, что Табасаран входил в состав Кавказской Албании, древнейшего государства Кавказа. В исторической литературе существуют различные мнения по вопросу о вхождении Дагестана в состав Кавказской Албании. Вхождение же Табасарана в состав этого государства многих исследователей не вызывает сомнений. Первые сведения об Албании и албанцах мы находим у древних греческих и латинских авторов – Страбона, Плиния и других, писавших в первые века до нашей эры и в первые века нашей эры со ссылкой на более ранних авторов. В состав Албании входило 26 племен, причем раньше они были самостоятельны и управлялись своими царями. Табасаран когда-то очень давно был самостоятельным государственным образованием, со своим царем, а далее все царства объединились в единое древнее государство Кавказскую Албанию. Древнеримский историк и географ Страбон в первом веке нашей эры писал, что ныне над всеми царствует один царь, а прежде каждый народ с особым наречием имел своего царя. По данным древнеармянского автора Моисея Хоренского, Албания была разделена на 31 провинцию. К сожалению, Страбон не называет всех племен, но зато Хоренский перечисляет провинции, на которые была разделена Албания. В числе этих провинций упоминают и Табасаран, поэтому географическое расположение Табасарана, число племен Албании и провинций, о которых сообщает древнеармянский автор, все это говорит в пользу вхождения Табасарана в состав Кавказской Албании. В эпоху Кавказской Албании таваспоры населяли значительную территорию нынешнего Дербентского района. И, как я указывал неоднократно в предыдущих своих видео по истории народов Дагестана, Кавказская Албания была определенное время независимым государством, и основными союзниками у нее была Древняя Армения и Иберия. И на севере, и на юге данных государств существовали кочевые ираноязычные племена. На севере это были скифы-сарматы, а на юге персы. И те, и другие совершали завоевательные набеги на данные первые кавказские государства. Однако в VI веке до нашей эры кочевые ираноязычные племена персов на юге объединились вокруг Кира Великого и сумели завоевать сначала Древнюю Мидию, а далее они смогли поглотить практически все государства Ближнего Востока и долгое время воевали с Кавказской Албанией и Арменией, после чего смогли включить их в свой состав. Поэтому много лет спустя в легендарной битве Александра Македонского с персидским царем Дарием III при Гавгамелах древние авторы упоминают в числе персидских войск и солдат из Кавказской Албании. В Персии в это время была распространена древняя религия зороастризма, которая в тот период не сильно прививалась на языческом Кавказе. После победы греков Персидская империя династии Кира, ахеменидов, была уничтожена, и на некоторое время Кавказская Албания стала независима. После смерти Александра Македонского его империя распалась на много царств, которые постепенно поглотила новая империя – Римская. Римляне после многочисленных боев все же захватили Армению, Иберию и Кавказскую Албанию, но каждый раз, когда Рим ослабевал, Албания восставала и вновь становилась независимым царством. Во времена римского владычества на Ближнем Востоке в первом веке нашей эры стало стремительно распространяться христианство, которое дошло и до Армении и Кавказской Албании вместе с апостолами. И как и вся Римская империя, большинство жителей кавказских государств, до этого язычники, приняли христианство, в том числе и многие табасараны, как жители Албании. Одновременно с юго-востока на Кавказскую Албанию нападали восстанавливающиеся персы-парфяне, но их атаки удалось отбить благодаря объединению сил Армении, Грузии и Албании. Однако персы сумели восстановиться через некоторое время при новой династии сасанидов. Они смогли даже победить несколько раз римлян и вновь завоевали весь Ближний Восток, включая Кавказскую Албанию, Армению и Иберию. Но на севере они остановились, столкнувшись с сильными и воинственными тюркскими хазарами-гуннами, которые оттеснили обитавшие тут ранее ираноязычные племена на юг и стали сами устраивать набеги на Персидскую империю. Чтобы этому воспрепятствовать, дальновидный правитель Персии Хосров Ануширван в землях Табасарана
и Лизгин на месте древних укреплений начал грандиозное строительство города, ныне известного как Дербент, который должен был защитить Персидскую империю от нападений хазарского каганата. В тот период Кавказская Албания и ее основные цари были включены в состав Персии, и в каждой части Албании Ануширван назначил своих правителей. Арабский историк в 900 году нашей эры Ибн Хардадбех, основываясь на источниках доисламского Ирана, пишет: «И выбрал Ануширван царей и назначил их, предоставив каждому из них шахство над отдельной областью. Из них были Хакан горы, то есть владетель Сарира, и царь Филана, он же Филаншах, и Табасараншах, и царь Аллагзов с титулом Джурджаншах, и царь Маскута, царство которого теперь не существует, и царь Лирана с титулом Лираншах, и царь Ширвана, именуемый Ширваншахом, и утвердил властителя Буха над Бухом, и властителя Зирихгирана над Зирихкираном, и утвердил он царей горы Кабак в их владениях и заключил с ними мир, обязав ему платить подати». В мире в это время римляне сначала распались на Восточную и Западную империю, после чего Западную империю завоевали варвары, а Восточная империя больше стала известна нам как Византия, которая поддерживала Грузию, Абазгию, Армению и Кавказскую Албанию по религиозному признаку, так как они были христианами. Но после вхождения в Сасанидскую Персию постепенно в Дагестане распространяется и зороастризм, который являлся официальной религией персов. Но он не получил широкого распространения в связи с тем, что, скорее всего, его не навязывали местному населению и насильно к нему не принуждали, хотя в обычаях дагестанских народов можно обнаружить некоторые следы зороастризма и сегодня. Персы и византийцы постоянно воевали друг с другом за территорию с попеременным успехом. Ареной их битв в том числе были и Кавказские горы. Что же происходит дальше? А дальше? В VII веке нашей эры, благодаря появлению новой религии ислама, на мировой арене появилось мощное государство арабский халифат, который напал сначала на Персию и уничтожил эту огромную империю. Византийцы очень радовались тому, что их главный враг Персия завоевана, но недолго, так как халифат, закончив с персами, напал и на Византию. Уничтожив Персидскую империю, арабы стали присоединять и кавказские территории бывшей Персии, но столкнулись с упорным сопротивлением местного населения Дагестана, которое вновь стремилось к независимости от многочисленных завоевателей. Но силы были неравны, и несмотря на героическую стойкость в VIII веке, а именно в 705 году, Кавказская Албания была захвачена, и в отличие от персов и римлян, арабы решили раз и навсегда искоренить Кавказскую Албанию, поэтому они уничтожили всех ее царей и всю царскую династию Михранидов. После этого Кавказская Албания навсегда исчезает с исторического небосклона. Война с арабским халифатом, народами Кавказа, велась более 100 лет, с попеременным успехом. Огромную роль в этом играл хазарский каганат, который вначале не только дал отпор вторжению арабов, но и сам напал после на халифат, захватив Дербент и пройдя в Закавказье. После долгих войн арабы смогли покорить территорию Дагестана и отодвинули хазарский каганат на север, разграбив их столицу Семендер. Но табасаранам по понятным причинам не нравились ни те, ни другие. Они стремились к независимости. Средневековые источники содержат сведения о борьбе табасаранов против хазар и арабов. Арабский полководец Джаррах решил отомстить табасаранам за стремление к свободе, отправив против них 2000-й карательный отряд. За оказанное сопротивление были разрушены многие табасаранские селения, в том числе Эрси, Тюбек, Зил, Дарвак и другие. Карательный отряд учинил в Табасаране погром. Оттуда арабы увели 2000 пленных, 40 тысяч голов лошадей, рогатого скота и овец, массу оружия и разного имущества. Табасараны, как и остальные дагестанские народы, продолжали оказывать сопротивление арабам. Арабский полководец сам во главе отряда двинулся на Табасаран. По сообщению Баладзари на табасаранцев полководец Шаха Мирван наложил дань в 10 тысяч мер, которые они обязаны были доставить в зернохранилище Баба. На территории Табасарана арабы построили опорные пункты для армии
и распространение ислама – это Камах, Ал-Мухаммади, Бабвак, Дарвак и другие. С этого времени в Табасаране умелой налоговой политикой распространяется ислам, который постепенно вытесняет христианство. В IX веке в халифате началась смута, и местные арабские губернаторы стали объявлять себя независимыми государствами. В 917 году Табасараном стал править араб Мухаммад Майсум из династии Мазьядидов. После этого правители Табасарана стали называться майсумами. Главным врагом майсумства был Дербентский эмират. В 944-956 годах X века нашей эры в Дербенте смог утвердиться брат Мухаммада по имени Ахмад. В 948 году Мухаммад смог стать правителем Ширвана и передает управление Табасараном в руки своему сыну Хайсаму. После его сменяют его брат Ахмад, а ему наследует его сын Хайсам II. Впоследствии табасаранское майсумство распадается аж на 24 удела, во главе каждого стоял местный военачальник. Тем временем арабский халифат, ослабевший внутренними смутами, был завоеван турками-сельджуками из Средней Азии, которые на месте халифата образовали свою новую империю. В этот период Ширван и Дербент и отчасти Табасаран также вошли в состав Сельджукской империи, исповедовавшей исламскую религию, и территорию современного Азербайджана и Южного Дагестана заселили тюрки. Одновременно вместе с тюрками-сельджуками пришли и тюрки-османы, которые поселились в то время в Малой Азии на границе с Византийской империей. Но Сельджукская империя долго не просуществовала, терзаемая внутренними смутами. В этот же момент окончательно подкосило Сельджукскую империю нашествие других, тоже тюркских родственных племен монголо-татар, которые, подчинив остатки Сельджукской империи, вторглись на территорию Кавказа. В XIII веке, а именно в 1239 по 1240 годы, монголо-татары вторглись на территорию современного Дагестана, огнем и мечом они прошлись по Табасарану. Табасаран лишился самостоятельности и стал подчиняться кайтакскому уцмийству, большая часть населения которого была даргинцами. После пришел другой тюркский завоеватель Тамерлан, который сокрушил своих родственников тюрков татаро-монгол, а ареной этой битвы стал современный Дагестан. В 1395 году армия Тамерлана вторгается на территорию Табасарана и побеждает тамошнего Майсума. Но Табасаран, в отличие от других дагестанских государств, не приходит в упадок. Тамерлан силою оружия насаждает ислам на территории Табасарана. При татарах Табасаран лишился самостоятельности, но имел сильного правителя в лице Майсума, старавшегося ликвидировать прежнюю раздробленность и расширить свое владение. Вначале табасаранский Майсум был союзником и вассалом кайтакских уцмиев, но после страшного разгрома Кайтага Тамерлана в конце XIV века из-за поддержки кайтакцами предводителя монголо-татар Тахтамыша, Табасаран наконец-то стал полностью независимым. В XV веке, после 3 веков политического упадка, неожиданно быстро усиливается Табасаран. По древнейшим преданиям, попавшим в свод Тарих Дагестан, там уже в XIV веке складывается собственная династия правителей Майсумов. Ликвидация феодальной раздробленности своеобразно отразилась в табасаранском предании. Оно гласит, что на месте небольшой крепости вблизи Хучни, построенной в начале XVIII века, прежде стояло другое укрепление – замок Семи Братьев. Отлично вооруженные и защищенные, они держали в своих руках всю округу, пока, наконец, жителям окрестных сел не удалось с ними справиться. Очевидно, речь идет о наследственных правителях одного из местных уделов, на который в XII веке распался Табасаран. В XV веке табасаранские земли объединились в единое княжество, причем Майсум мог выставить войско в несколько десятков тысяч воинов. В завещании Андуника говорится, что из 260 тысяч дагестанских войск более 60 тысяч – это войска табасаранского майсумства. Согласно хронике Джахан-Наме, в XV веке в Табасаране проживало 40 тысяч семейств. При этом, что происходит в мире? На юго-западе, в Малой Азии, помните, мы говорили про племя тюрков-османов, которые там обосновались во времена прихода турков-сельджуков.
Так вот, они там время зря не теряли и создали свое мощное государство. И когда сельджуки развалились, османские тюрки сами покорили Византию, терзаемую внутренними смутами, и постепенно заняли все бывшие территории некогда могущественной Византийской империи, после чего они также устремили свои взоры на Кавказ. Кроме этого, персы вновь возрождаются из пепла и создают новое полуперсидское полутюркское государство в Иране во главе новой династии сефевидов, которые, восстановив свое государство, также устремили свои взоры на Кавказ. Одновременно усиливается северный сосед, и на сцену выходит Российская империя, которая, покоряя бывшие осколки Золотой Орды тюрков, на севере доходит до границы с дагестанскими землями. И три крупных игрока начинают свою многовековую битву за Северный и Южный Кавказ. В XVI веке майсумство табасаранское было сравнительно крупным феодальным владением. Оно подчинило своей власти ряд пограничных тюркских и лезгинских селений. В этот период в майсумстве усиливаются центробежные силы, и Табасаран как бы переживает новый этап развития феодальных отношений. А в XVI-XVII веках связи табасаранцев с народами Дагестана, Кавказа и России усиливаются. Через территорию Табасарана проходили важные торговые пути, которые связывали его жителей с народами Закавказья и Северного Кавказа. По словам путешественника Алиария, в Шимаху из Табасарана доставляли прекрасные ковры. В 1570 году вспыхивает междоусобица между представителями правящей в Табасаране арабской династии Майсумов, в результате чего погибает значительная их часть, а уцелевшие, оставив свою столицу в Хучни, переселяют свою резиденцию в Джарак, где они стали более уязвимыми для удара с плоскости и из Дербента. В Хучни же к власти пришли кадии, духовные исламские лидеры Табасарана. В конце XVI века Табасаран переживает время боевых действий между Турцией и Ираном. В XV веке Османская империя турков, исповедующих ислам суннитского толка, нападают на Дагестан и временно захватывают его, но не сильно вмешиваются в дела горских народов и правителей, своих единоверцев. В XVI веке сефевидский Иран, исповедующий ислам шиитского толка, становится сильнее и вытесняет турков-османов с Южного Дагестана, и сами занимают данный регион, в который они так или иначе контролируют аж до XVIII века. В это время в самом Табасаране вспыхнуло восстание против одного из их правителей майсумской династии, который слишком сильно стал притеснять простой табасаранский народ. В записях образованного табасаранца Рамазана из села Куштиль есть сведения о широких выступлениях против феодальной верхушки. Со стороны братьев его, имеется в виду Хусейн-хан, и сыновей было проявлено большое насилие, так что иссякло терпение жителей Валаята Табасаран по причине этих злодейств. Затем пришли они с притеснениями в Хасик и стали чинить насилие среди хасикинцев. Поэтому сразились хасикинцы с амирами, и погибло 2 мужчин из амиров. Затем хасикинцы обратились за помощью к своему верхнему войску, и оно пришло на помощь к своим близким. События эти случились в 1631 году. Во главе восставших стоял Шаван Акай из села Фардах. В результате восстания был убит Майсум Хусейн-хан. Новым Майсумом был назначен Гирей-хан, родственник Майсумов. В покоренных провинциях шиитского Ирана власти стали сильно притеснять христиан и мусульман суннитского толка, что вызвало народное возмущение, выразившееся в восстании. В XVIII веке, а именно в 1712 году, горцы принимают активное участие в ширванском восстании Хаджи Давуда, вызванном преследованием мусульман-суннитов в Иране, и захватывают Шабран. В 1721 году Хаджи Давуд Мешкеринский и Сурхайхан I берут Шимаху. Сурхайхан I освобождает Гянджу и Кабалу, древнюю столицу Албании. Ахмадхан Уцвий Кайтакский и Хаджи Давуд захватывают далекий Ардебиль в Иране. Не забывают дагестанцы наведаться и в Грузию, в истории которой весь XVIII век известен как Леки Аноба, то есть засилье дагестанских народов. Персия в это время переживает внутренние смуты. В первой четверти XVIII века русские войска без боя вступили в Дербент. Во главе с Петром I подошли к реке Рубас
и в непосредственной близости от Табасарана заложили крепость, рассчитанную на гарнизон в 600 человек. Власть Петра I была признана почти всеми жителями Табасарана. Вскоре после вступления в Дербент табасаранский владетель Рустам Кади обратился к Петру I с просьбой оказать помощь в борьбе с некоторыми правителями, которые нападали на владение Табасарана в отместку за то, что он не принимал участия в военных предприятиях против царских войск. После Персия восстановилась вновь. У нее появилась новая правящая династия Афшаридов, родоначальником которой являлся знаменитый завоеватель Ближнего Востока Надир-Шах, который стремился снова подчинить себе территорию Дагестана. По первому же требованию Надира русские войска покинули Дагестан, и Надир пошел войной на народы гор. Однако, что было удивительно, так как это происходит очень редко, все народы Дагестана смогли объединиться и разбить армию непобедимого до этого момента Надир-Шаха. Борьбу жителей Табасарана против иранских завоевателей возглавил поэт-воин Мирза Калугский. Он был руководителем отрядов, воевавших против иранских полчищ у Калугдага, Нитрикской вершины близ Куштиля. Вместе с остальными дагестанскими народами табасараны участвовали в разгроме войск Ибрагим-хана в районе Джарабилакан. С целью усмирения горцев Дагестана были направлены карательные отряды. Табасаран неоднократно подвергался нашествиям иранских завоевателей. В начале 1741 года Надир-Шах двинулся в Дагестан с целью окончательного покорения горцев. Историк Надир-Шаха Мухаммад Казим подробно описывает борьбу жителей Табасарана, но не всегда называет места, где шла эта борьба. Надир-Шах приказал стереть с лица земли Табасаран. С этой целью иранский шах повелел одному отряду, состоящему из 2000 хорасанских стрелков, пойти в Табасаран и занять все ущелья, чтобы ни один житель региона не мог выйти из своих мест. Однако табасараны собрали своих людей, чтобы преградить путь к Кызылбашам, как сказано в сочинении Мухаммада Казима. В начале осени 1741 года Надир-Шах двинулся на аварские земли. Один из отрядов табасаранов в Андалале возглавил поэт-воин Мирза Калугский, где он погиб от тяжелых ран. Осенью 1741 года Надир ушел из Аварии и в районе Дербента стал готовиться к затяжной войне против дагестанских горцев. Он хотел навсегда укрепиться здесь. С этой целью Надир-Шах стал воздвигать военные сооружения. Одно из них было сооружено во владении Кадия Табасарана. Из своих укреплений Надир-Шах совершал неожиданные разбойные походы на ближайшие области Табасаран и Кайтак. Так, в октябре 1741 года Надир-Шах послал значительный отряд против Табасарана, где шахские войска были разбиты. В борьбе с жителями Табасарана Надир-Шах потерял большое количество воинов. Во второй половине 17 века под властью табасаранского владетеля Майсума находилось 70 селений с числом жителей до 21 тысячи. В состав владений Кадия входило 20 селений. Девек Эл-Сми включал в себя 15 селений. Число жителей Табасарана составляло 40 тысяч. В этот период в границах феодальных владений и союзов сельских обществ Табасарана происходили некоторые изменения, которые были связаны с внутренними и внешними причинами. В последней четверти 17 века в Табасаране разгорелись раздоры за власть в майсумстве. Шихали-бек убил Майсума Муртазали и стал править Южным Табасараном. Однако он был вынужден бежать к Фатали-хану Кубинскому и искать его покровительства. С помощью северо-табасаранского Кадия и Уцмия в майсумском звании был возведен сын убитого Муртазали-бека – Навруз-бек. Навруз-бек был немым, и опекуном назначили его мать Ханум-беке – Карахай-бек Кизы. Воспользовавшись междоусобицами в майсумском роду, Кадий Табасаранский завладел Магалом Ярей, входившим в майсумство. В результате междоусобной борьбы майсумство распалось на ряд владений со своими центрами. Весной 1775 года отряд русских войск во главе с майором Криндером совместно с Фатали-ханом направился в Кайтак и Табасаран. Русские войска и отряд Фатали-хана нанесли ряд ударов табасаранцам. Вместе с тем царское правительство поручило майору Криндеру примирить кубинского хана с дагестанскими владетелями, в том числе и Табасарана.
После этого Рустам Кади Табасаранский вместе с Уцмием Кайтага присягнули на верное подданство России и представили в Дербент аманатов. Кавказскому командованию удалось дважды провести в селении Дарбах сборы, в которых участвовали табасаранские владетели. Султанская Турция, шахский Иран резко отрицательно относились к росту влияния России в Дагестане. Табасаранские селения просили о принятии в подданство. В ответ на неоднократные обращения феодальных владетелей Дагестана им было предложено прибыть в Георгиев для обсуждения условий союза. В переговорах, начавшихся в сентябре 1802 года, приняли участие посланники табасаранских правителей. В присутствии князя Цицианова 26 декабря переговоры закончились подписанием Георгиевского договора, согласно которому владетели Дагестана обязались оставаться спокойными в своих владениях и в случае нападения иноземных захватчиков оказать друг другу посильную помощь своими войсками. В начале XIX века международная обстановка на Кавказе вновь обострилась. Начались войны трех основных игроков – сначала персидская, затем русско-турецкая. Иран и Турция склоняли дагестанских правителей на свою сторону. Но горцы Дагестана, за исключением Ших-Али-хана Дербентского и Сурхайхана Казикумухского, не поддались агитации Ирана и Турции. Табасараны отказались помогать Ших-Али-хану. 21 июля 1806 года царские войска вошли в Дербент. Уцми, Кади, Майсум и другие феодалы вышли навстречу русским войскам и дали клятву на верность России. Тогда же они были приняты в подданство. Но они не ожидали такого сильного гнета и произвола царской российской администрации, после чего история табасаранов первой половины XIX века связана с борьбой горцев Северо-Восточного Кавказа за свою свободу и независимость против колониального гнета России. Табасаран по-прежнему разделялся на владения, которые управлялись майсумством и кадием. Независимыми считались Магалы, Чуркул, Хирак, Харакшвили, Суак, Нитрик, Дерче. Царизм привлекал на свою сторону ханов и беков разными методами. В то же время колониальный гнет и произвол феодалов разоряли крестьянские хозяйства. Усилению борьбы жителей Табасарана против царизма и местных угнетателей способствовало пребывание здесь Мухаммеда Яракского. В Табасаране Яракский с успехом проповедовал мюридизм в аулах Кюряк, Дюбек, Эрси и других. В табасаранских аулах развернулось антиколониальное движение. Этому способствовал успех восставших горцев Дагестана. Табасаран, Кайтак и все тамошние дагестанские народы ждут тебя. «Иди же с нами на Газават», писали жители Табасарана и Кайтага Гази Магомеду. Летом 1831 года Гази Магомед вторгся в Южный Дагестан, и кроме Южного Табасарана остальные владения присоединились к нему. Как сказано в архивном документе, искры мятежа, раздуваемые Гази-Муллой, вспыхнули пламенем в вольном Табасаране. Учитывая, что восставший Табасаран представляет серьезную угрозу, царское командование приняло все меры для подавления движения. Прибывший из Тифлиса в Дагестан генерал-адъютант Панкратьев обратился к жителям Табасарана с требованием покорения. Но восставшие продолжали упорствовать. Тогда командование царских войск направило в Табасаран две экспедиции. Одну для наказания восставших жителей, майсумства и кадийства, а другую для подавления восстания в Нагорной части. Восставшие жители потерпели поражение. Антиколониальная борьба в Табасаране обострялась под непосредственным влиянием борьбы остальных дагестанских горцев. Наряду с другими владениями Табасаран примкнул к имаму Шамилю. В 1843 году в Табасаране вспыхнуло восстание, в котором в официальном документе от 25 ноября 1843 года говорится, что Табасаран волнуется. Жители Верхнего Табасарана получили от Шамиля письмо с призывом к восстанию. В ответ на это табасаранцы не только восстали против царских войск, но и решили занять село Рукель и тем самым прервать сообщение Дербента с Кубой. В феврале 1844 года Шамиль отправил в Табасаран наибов. Так он приказал Кибит Магомеду собрать по мере возможности сильную партию и двинуться вместе с Сакуром в Табасаран.
В марте 1844 года состоялось сражение у села Дювек между жителями Верхнего Табасарана и царскими войсками. Генерал Аргутинский приказал селу Дювек предать пламени и разорить все дома, кроме мечети и 2 домов преданных нам людей. Царское правительство принимало все меры, направленные на обуздание действий поднявшихся на борьбу жителей Табасарана и Кайтага. Говоря об отношении Табасарана к движению горцев Северо-Восточного Кавказа, следует отметить, что различные слои табасаранского общества к движению горцев относились по-разному. Ставленники царизма всячески старались подавить выступления рядовых жителей против царизма. Так были подавлены выступления жителей ряда обществ Северного Табасарана против бека и царских чиновников. Местная администрация в лице беков делала все, чтобы Табасаран не был охвачен движением. Несмотря на это, подавляющая часть населения Табасарана сочувственно относилась к движению и настоятельно просила Шамиля организовать поход в Табасаран. Задачу привлечения жителей Табасарана к движению горцев Шамиль возложил на Хаджи Мурада. В 1851 году по приказу Шамиля Хаджи Мурад был отправлен в Табасаран во главе 500 воинов конницы. В начале июня Хаджи Мурад в Табасаране. Он сжег дом управляющего Северным Табасараном Исмаил Кадия, станционный дом местного пристава с делами канцелярии, хозяйские постройки царских войск. Хаджи Мурад и его мюриды в табасаранских аулах занимались мародерством. Шамиль был возмущен действиями своего наиба и приказал вернуть табасаранцам украденный скот. Имам осуждал Хаджи Мурада за то, что он своими действиями убил веру у людей, которые стремились к истинному шариату, и говорил, что это вред гораздо хуже вреда, учиненного гяурами. В 1853 году Шамиль направил жителям Кайтага и Табасарана письмо, призывающее их на борьбу против царизма. Влияние Шамиля среди табасаранов все более усиливалось. В документе от 4 апреля 1854 года говорится, что в Табасаране и Кайтаге с 1854 года Шамиль имеет весьма много приверженцев. В 1855 году в Табасаране готовилось восстание во главе с муллой Шейх Магомедом из Ханага. Причем Шамиль обещал помочь восставшим. Начальник Прикаспийского края генерал-лейтенант князь Арбеляни поручил Минкевичу водворить в Табасаране порядок силою слова или оружия. Таким образом, на протяжении ряда лет табасараны вместе с остальными горцами Дагестана вели антиколониальную борьбу, сливавшуюся с антифеодальной. В 60-х годах XIX века с проведением административных реформ Дагестан был объявлен областью, входящей в Кавказский край. Дагестан был разделен на 4 военных отдела. В состав Южного военного отдела входили Кайтага-Табасаранский округ и Кюринское ханство. Вскоре царизм взял курс на ликвидацию ханства, а крестьяне были обложены тяжелыми налогами в пользу царской казны. Результатом явились крестьянские волнения. Произвол царских властей и местных владетелей послужил основной причиной восстания в 1877 году, в котором приняли активное участие и табасараны. 25 октября Дювек был разрушен, и восстание в Табасаране было подавлено. Количество сосланных в Россию из Кайтага, Табасаранского и Кюринского округов составляло более 700 человек. Далее, в 20 веке, 2 мая 1918 года, был образован областной военно-революционный комитет, призванный упрочить советскую власть в Дагестане. К началу июля 1918 года власть военно-революционного комитета Дагестана была распространена на Кайтага-Табасаранский и Кюринские округа. В настоящее время табасараны дружно и мирно живут в Республике Дагестан Российской Федерации. Подводя итог, хочется сказать, что у табасаранов древнейшая история. Хотелось бы пожелать табасаранам благополучия и процветания, чтобы ваши дети и внуки знали свой язык и культуру, обычаи и традиции. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы увидеть видео первыми, нажимайте на колокольчик. До следующих встреч. Пока.